В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан. Специальный налоговый режим для самозанятых россиян вводится в качестве эксперимента, который продлится с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Им смогут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Речь идет в том числе о гражданах, работающих через интернет. Закон будет действовать только на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Татарстане. Территория опережающего развития на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 14 миллиардов рублей. Постановление правительства вступает в силу сегодня. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, позволит реализовать новые инвестпроекты в различных сферах экономики. Планируется, что в результате реализации инвестпроектов будет создано более 10 тысяч рабочих мест, а поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 75 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, для территории опережающего развития Южная Якутия будет выделено больше, чем для других торов – почти 7 миллиардов рублей. Семьи Якутии получат дополнительное финансирование с федерального бюджета в рамках национальной программы «Демография». Об этом сказал министр труда Российской Федерации Максим Топилин. Принято решение о том, что субъекты Дальневосточного федерального округа со следующего года будут получать дополнительную специальную поддержку из федерального бюджета на следующие меры поддержки семьи. Первое – это единовременная выплата при рождении первого ребенка. Второе – это дополнительная выплата при рождении второго ребенка на условиях, предусмотренных для материнского семейного капитала. Третье – это вхождение субъектов Дальневосточного федерального округа, которые имеют суммарный коэффициент рождаемости больше 2. Это Чукотка, Бурятия и Саха-Якутия. Вне зависимости от того, что коэффициент хороший, лучше, чем по Российской Федерации, сообщил глава ведомства. Размер единовременной выплаты на первого ребенка еще не определен. Размер дополнительного материнского капитала на второго ребенка будет составлять порядка 130 тысяч рублей дополнительных к основному мат-капиталу, что составляет 30% материнского семейного капитала приблизительно. Что касается пособия на третьего ребенка, то, по словам Топилина, сейчас определяются параметры софинансирования данного пособия. Минстрой России одобрил заявку Якутии на включение города Якутска в состав пилотных городов, на территории которых будет реализовываться федеральный проект «Умный город». Всего в Минстрой России обратилось 37 городов из 33 регионов России. Проекты региональных программ цифровизации городского хозяйства должны быть разработаны и представлены в Минстрой России до 28 декабря 2018 года. Есть ряд городов-пилотов, которые уже активно внедряют смарт-разработки в свою инфраструктуру и в чем-то опережают других. Но напомню, проект «Умный город» будет реализовываться на территории всей страны. Именно поэтому каждый субъект должен разработать подробный план действий, программу по цифровизации городского хозяйства и заложить на это определенный ресурс из регионального бюджета. Также в регионах необходимо создавать экспертный рабочий орган по реализации проекта. До конца года нам эту работу нужно выполнить, подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. Компания «Алроса» компенсирует вред, нанесенный 3 рекам Якутии, которые были загрязнены после прорыва дамб Иреляхского месторождения, через специальные программы по обеспечению населения республики чистой водой и работы по реабилитации природной среды. Об этом сказал народный депутат, председатель Постоянного комитета Госсобрания Якутии Илтумен по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, подводя итоги парламентских слушаний об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй. Мы предлагаем правительству Республики Саха-Якутия совместно с компанией разработать, во-первых, комплексную программу по реабилитации природной среды Вилюйского региона. Мы предлагаем разработать и принять программу «Чистая вода», значит, нацеленная на обеспечение населения жителей всей нашей республики, прежде всего Вилюйского региона. Мы, значит, предлагаем компании возместить ущерб, нанесенный
водным биологическим ресурсам, окружающей среде и значит, населению нашей республики через вот соответствующие программы. Вот, ну, в общем, в этих рекомендациях прописано очень много, большое количество позиций всем надзорным органам, акционерной компании, правительству нашей республики, Государственному собранию ИЛТУМЕН, депутатам нашим значит, Государственной Думы и членам Совета Федерации от нашей республики. Компания «Алроса» на аукционе в Израиле реализовала бриллианты на общую сумму почти $3 миллиона. Аукцион состоялся с 4 по 13 ноября. В нем приняли участие компании из Израиля, США, Бельгии, Гонконга, Индии и России. Компания представила бесцветные бриллианты размером от 5 карат, бриллианты фантазийных оттенков, а также партии бриллиантов, скомплектованных по цвету. Всего «Алроса» реализовала камни общим весом около 370 карат. Из них 314 карат пришлось на цветные камни, преимущественно крупных размеров. Это более 40 фантазийных бриллиантов от 5 карат. Минэкономики Якутии новые кадровые назначения. Глава Якутии Айсен Николаев назначил Тимура Ханды заместителем главы ведомства. Ханды будет курировать вопросы формирования бизнес-климата. На данный момент определены основные направления. Это работа с формированием бизнес-климата по следующим инструментам. Это национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Это единственная формализованная форма, которая дает оценку бизнес-климату на территории каждого региона, в данном случае Республики Саха-Якутия. Также это второй инструмент, это целевые модели, которые помогают уже в объективном и числовых параметрах решать определенные задачи для улучшения того же инвестиционного и бизнес-климата на территории Республики Саха-Якутия. На сегодняшний момент за мной закреплены данные функции, но я думаю, этим не будет все ограничиваться, потому что работа с предпринимателями, работа с бизнес-сообществами, конечно, закреплена за Министерством предпринимательства, но в данном случае для усиления и для получения более быстрого и качественного результата будем работать все вместе. Якутия получит более $500 миллиона в рамках национального проекта «Культура». Республика попала в число первых 8 субъектов страны, в которых будут строиться центры культурного развития. Комплексные здания с небольшим кинозалом, зрительным залом на 200-300 мест, кафетерием, детской школой искусств, библиотекой. Строительство будет вестись в рамках национального проекта и коснется городов с населением не более 300 тысяч человек. За 3 года в России будут построены 39 таких центров. Также за счет федеральных средств будет финансироваться приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.